Освобождение от уголовной ответственности и получение денежной компенсации. По итогам прошлого года жителями республики на добровольной основе сдано 29 единиц огнестрельного оружия на более 300 тысяч рублей. А в 2021 году показатель был намного выше. Тогда жители сдали 92 единицы огнестрельного оружия на более 1 миллиона рублей. МВД по республике на постоянной основе проводит оперативно-профилактические мероприятия. Оружие можно сдать и не попасть под уголовный кодекс. Более того, в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» на территории Ингушетии в текущем году на выплаты гражданам, сдавшим предметы вооружения на возмездной основе, региональным правительством предусмотрен 1 миллион 300 тысяч рублей. Здесь также необходимо отметить, что расценки по добровольной сдаче оружия в нашей республике выше, чем в других субъектах Российской Федерации. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к населению нашей республики, что есть реальная возможность на законном основании сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств на добровольно возмездной основе. А добровольная выдача оружия является основанием освобождения от уголовной ответственности после проведения соответствующих проверок. В отношении тех, кто не прислушивается к призывам правоохранительных органов, полицейские возбуждают уголовные дела, поскольку работа в этом направлении не прекращается. Так, в прошлом году из незаконного оборота было изъято 55 единиц боевого огнестрельного оружия. 44 пистолета, 7 автоматов, 1 пулемет, 3 карабина. Также изъято из незаконного оборота 1362 единицы гражданского огнестрельного оружия, в том числе 652 единицы оружия самообороны, 704 единицы охотничьего оружия, 3 единицы сигнального оружия, 3 единицы иного оружия. Также правоохранительными органами изъято свыше 6600 единиц боеприпасов. Речь идет о патронах к различному стрелковому оружию, гранатах и боевых снарядах. Кроме того, изъято почти 40 граммов взрывчатых веществ и 43 взрывных устройства. Лица, незаконно хранившие указанные предметы вооружения, вещества и устройства в установленном порядке привлекаются к предусмотренной законом ответственности. За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку и ношение оружия статьей 222 УК России предусмотрена уголовная ответственность. Максимальный размер наиболее строгого вида наказания за это преступление составляет лишение свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 3 месяцев, либо без такового. За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств статьей 222 прим. 1 УК Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность. Максимальный размер наиболее строгого вида наказания за это преступление составляет лишение свободы на срок от 6 до 8 лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 6 месяцев. Если ружье висит на стене, то рано или поздно оно обязательно выстрелит. Граждане, добровольно сдающие незаконно хранящиеся у них предметы вооружения, могут обратиться в МВД по Ингушетии, территориальный орган внутренних дел по месту жительства или к участковому уполномоченному полиции. Зелимхан Калуев, Магомед Даскиев, Новости 24.